Как стать чемпионом? Нужно поучаствовать во многих соревнованиях и проявить себя в них по максимуму. Эти ребята оттачивают свое мастерство в баскетболе. В спортивной школе номер 2 соревнования по баскетболу. Здесь собрались ребята из разных спортивных школ и разного уровня подготовки. Соревнования республиканские и открытые. Здесь собрались те, кто знает толк в конкурентной борьбе и понимает, как важно регулярно состязаться с такими же спортсменами. Ангелина, расскажи, пожалуйста, про соревнования. Ну, получается, это первенство Башкирии. У нас у девочек заявилось 6 команд. Из них 3 наших, получается, от нашей спортшколы, 3 уфимских. Расскажи про вашу команду. Наша команда называется Уфа-1. Мы еще сегодня не играли. Получается, наша следующая игра. Играем со Стерлитамаком. Девочки, достаточно тоже хороший уровень. Надеюсь, мы их выиграем, но вот в нашей команде девочки занимаются приблизительно по 8-10 лет. И все девочки выезжали на соревнования более высшего уровня, там на первенство России или что-то типа такого. На площадку выходят как женские команды, так и мужские. Победители выйдут в финал и сразятся с сильнейшими. Баскетбол требует от них большой доли выносливости, прокачанного командного духа и большого количества навыков, чтобы обыграть противников и взять победу в игре. Как прошла игра? Игра прошла более-менее, соперники были не одни из самых сильных. Я надеюсь, что мы встретимся со старшими нашей команды Уфой в финале. Я слышал, что вашу игру назвали грязной. Объясни, почему так ее назвали? Грязная игра, она называется тогда, когда счетчик ведет нечисто, то есть при потере мяча счет, точнее время, не останавливается. Судьи так специально делают, и организаторы тоже, из-за того, что игры, они зачастую могут идти не по табличному времени. Я слышал, что каждый баскетболист должен уметь делать хотя бы 3 финта. Эти финты, они зачастую используются во время игры, то есть, не знаю, какие-нибудь ин-аут, то же самое из-под ноги сделать, какие-нибудь переводы, то есть это тоже все очень важно. А теперь немного удивительного об этой легендарной игре. Баскетболисты пробегают до 6,5 километров во время игры. Первыми баскетбольными кольцами были корзины для персиков с цельным дном. Это вторая по популярности спортивная игра в мире. На первом все же футбол. Кстати, баскетбол был придуман канадским учителем по физкультуре, когда он искал игру, в которой можно было бы играть зимой в помещении. Впереди ребят ожидают финальные игры. Там по-настоящему будет зрелищно и круто. Пожелаем ребятам удачи в них. Максим Бакуров, Дан Хамитов. Специально для Горы новостей.